Работа по землянике у нас начата достаточно давно, с 1996 года. Начался у нас сбор коллекционного, селекционного материала. И с 1999 года непосредственно приступили к селекционной работе. Работа велась в нескольких направлениях. Обязательно нужно было изучить местный генофонд якутских ценопопуляций дикорастущей земляники, который показал очень хорошие результаты. Но то, что она отличается высокой зимостойкостью, высокими вкусовыми качествами, известно было всем селекционерам. Но то, что продуктивность у него высокая, и растения дикорастущие быстро поддаются окультуриванию, буквально на второй, на третий год, нами установлены, и дают достаточно продуктивный и показали очень высокую урожайность. До 200 грамм с кустика на второй год плодоношения. Работа велась также в направлении крупноплодных сортов, но и на районные сорта садовой земляники, фрагария ананаса, они были недостаточно зимостойки. И все материнские исходные формы, к сожалению, у нас до сих пор они не сохранились, но удалось получить от скрещивания с нашими дикорастущими формами и крупноплодной садовой земляникой получить сорта крупноплодные. Сорта, значит, Садово-Спасская, Владыка Зосима и Берсеневская. Это от скрещивания с садовой земляникой. И от скрещивания с лесной земляникой и с фрагарией, дикорастущей нашей фрагарии ориенталис, получен тоже мелкоплодный сорт Александра, который, отличительной особенностью которого является высокая лёжкость плодов, что нельзя сказать не о наших сортах, поскольку они унаследовали эту нежную консистенцию ягод, что и дикорастущая отцовская форма фрагарии ориенталис. Два аналитических отбора без всякого скрещивания от дикорастущих форм Покровская и Багдалена.